Всем привет, ребят! Я снова у реки. Уже загрузился. Сегодня такой красивый туман был. Неописуемый туман. Когда после 3 я выезжал из дома. Сейчас 5-й час уже. Жалко, камеры с собой не было, фотоаппарата хотя бы. Заснять этот туман над рекой, который был. Ну и сейчас тоже утро хорошее. Вчера были дожди. Сегодня прекрасное утро. С прошлого похода очень заметно упала вода, уровень воды. Я загрузился, груженный буду. И, как вы видите, я сегодня один. У меня напарника нету. Тулан у меня заболел. С прошлого похода мы приехали, все нормально было. Но как нормально, он себя уже как-то вел тихо. Домой пошли, еще облаивал, кто встречался с нами. А уже вечером и вчера вообще как-то с ушами, какие-то проблемы с ушами. Что-то в ухо у него, правое ухо, что-то не то гной, но не гной вроде как. И вчера вечером накормил, он половину еды оставил корма. Потом за ночь он все съел. Аппетит есть, в принципе. Ну и ухо, невозможно, он не разрешает трогать. Сегодня он дал себе погладить, посмотрел, вроде сохнет потихоньку. Вот я перекись водорода там прочистил позавчера получается уже. И левомиколем промазал. Ну, пусть отлежится и выздоровеет. Может, клещ укусил, кто его знает. Рисковать не стану. Он сегодня также, как для приличия, или я не знаю, он как бы просился, чтобы я взял его, но не лаял, не проводил ничего. Когда, вот, скажем, я куда-то иду, он лает, облаивает меня. А сегодня тихо он себя вел. Короче, не до похода, видать, ему еще. Вот. Ну что тут у нас? Лодка. Наконец-то буржуйка у нас в лодке вчера загрузили. Вот тут я на УАЗике ехал, буксовал, как и говорил в прошлых видео я здесь, что этот ил очень скользкий. Ну как по мылу едешь. И здесь с пробуксовкой кое-как я проехал. Вот. Печка буржуйка очень тяжелая. Не знаю, смогу ли я вообще до избы это дотащить один. Попробуем, что получится. Так что оставайтесь на канале. Смотрите, что будет происходить у нас в этом походе. И, конечно же, оцените каждые серии, под каждым видео, каждой серии. Там ставьте лайки. Поддержите лайками мой канал, мои фильмы. Ладно, становится уже жарко. Сегодня и завтра, и послезавтра без дождей, без осадков вроде. Я сегодня еще смогу там выехать, а уже когда приедем, думаю, уже там будет все закрыто. Вода очень сильно упала. Вот такие дела. Все, ребят, надо ехать. Дорога не близкая. Надо ехать. Так. Как-нибудь надо выехать отсюда. Попробовать.
после дождей вон сколько, как сказать, какая-то вот осадки выпали, непонятно, не то пыльца, не то еще какая-то. Ну, если скажу, что какая-то химия, там мне будут писать, что это пыльца. Так что будем говорить пыльца. Тут уже подсыхает конкретно. Сюда уже не заехать. Не знаю, выехать смогу ли я вообще. Сантиметра 20 воды осталось. Это за сутки может еще подсохнуть. Вот уровень здесь уже глубоко. Но запас воды еще есть. В принципе, лишняя вода. Это, считай, 20 сантиметров нам не помешает. Не, нормально загрузились. Вроде такого сильного перегруза нету. Не, лодка едет нормально. Стоит небольшой туман. Мы подъезжаем на первую избу. Но сегодня останавливаться не станем. Поедем дальше. Вот наша первая изба. Сушняк, который сигнал такой, знак. На улице, как ни крути, холодно. Ну, как не на улице, а вот на воде, когда плывешь на лодке. Я скажу, что мне жарко. Черемуха тоже цветет тут. У нас уже после дождей начали чернеть. А здесь белым было еще. Чем севернее, тем позже все цветет, все распускается. Десяток уток, наверное, видел, пока до сюда ехал. 3-2 одиночки так. Но погода радует пока. Надеюсь, дождя не будет. Дня 2 нам хватит достаточно. Да и воды еще. Лишней воды есть. Вообще идти хорошо. Вон тоже утка, наверное, вот. Подожди. Что, подранок, кстати, или нырнула утка. Что там было вообще? Или бобр, или выдра, что это было? Не похоже на утку вроде как. Какой-то зверек, наверное, вроде был. Нырнул и все. Обычно по течению так выплывают. Непонятно, куда он выплывет. Это, наверное, все так выдра была. Вот здесь, вот тут. Спрятался, все. Если утка была бы, он вынырнул бы давно уже.
Не знаю, в кадр попал, нет, как он нырял. Только голова была видна. Ну, блин, маленькая такая вот. С кулачок вот. Больше моего кулака. И все. Походу это выдра была, ребят. Бобры, они не ныряют сразу. Они как-то... Ну... Весной они вообще какие-то... Не скажу, что они хитрые. Они вообще безбашенные. Непугливые. А осенью уже они очень осторожные, как я понял. Да, спрятался. Это была выдра. В прошлом году я здесь возился очень много, под березой еще кое-как проехал. В этом году вот в таком состоянии эта береза. Полностью придавила туда, в воде лежит. Ну, всякое может быть, здесь может такой затор получиться. Набраться вот мусора всякого разного. Омут, там еще омут будет. Года 2 назад, наверное, вот тут очень большой затор был. Тоже метров 20, наверное, вот тут затор стоял. А здесь омут хороший. Вообще поворот, глубина здесь охуительная. Мощь. Подъезжаю к фотоловушке. Сейчас отсюда я заберу. Не знаю, что-то заснял или нет. Вроде как свежие следы есть. Оружие возьму. Кругом могут быть звери. Опа. Фух. Блин, долго сидел. О, поясница устала аж. Так. Ловушка на месте. Не знаю, кого-то
Поймал или нет он. Ну вот. Опа, упала, блин, шляпа. Все. Посмотрю в лодке. А потом вам покажу, что и как заснял он. Так. Зарядка, интересно. Осталось, нет. Аккумулятор, наверное, уже сел. И включился. Включился, да. Зарядка еще есть. Короче, дома все посмотрю. И если какая-то живность есть там, покажу вам. Так я, как сказать, непонятно вообще. Дома глянем. Короче, зарядки там полно еще. И основное, я, ну так, посмотрел. Тут много сработок на птиц. А такого нормального ничего я не увидел. Чтоб какой-то зверь был. И бобров вообще нету. Ну, на компьютере надо нормально посмотреть. А так, ловушка работает. В принципе, 51 кадр тут с фото и этот, как его, видео. Ладно, сейчас дальше поедем. И где у меня была опасная встреча с медведем пару лет назад, я где-нибудь там установлю эту фотоловушку, потому что зарядка есть. Я там оставлю и пускай снимает. Как сказать, может какой-то зверь там пройдет, чем в избушке его держать, я там оставлю. Вот. Так, без топора никуда. У меня сегодня собаки нету, никто меня не предупреждает об опасности. Оп. Вон там, короче, здесь, отсюда примерно на 100 метров от Чилы. Вот с другого, на другом берегу все это было, когда на меня медведь пришел. Там у него добыча олень был. Я показывал все в своих фильмах. Ой, блядь. Было страшно, честно говорю. Где-нибудь я здесь. Здесь такое место интересное. Как бы там сыро. Невозможно ходить. И здесь река. Здесь такое узкое место. Вот. Где-нибудь вот тут я ее установлю.
что-то попадет или нет, фиг знает. Но если, скажем, хоть одну куницу удастся заснять, и то уже результат. Так, следов в принципе я не вижу. Так, да, куда-нибудь вот сюда, наверное, бахну. Там ручей, он идет. Здесь такая вот место, вот здесь, наверное, и установлю. Вот на эту березу. Гнилая, блядь. Гнилая береза. Интересно, вот тут как бы сыро, действительно, вот где-нибудь надо вот тут что-то придумать, установить. Не то место. Так, если на этой елка, наверное, вот как-то сухие ветки так срубить и вот так. Посмотрим, что-то получится. Нет кого-то, увидим, нет, но вот здесь, наверное, вот так и поставлю. Вот так. Как бы этот обзор пусть снимает. Да, примерно так. Все. Сейчас уже пошла съемка. Вот так вот. Примерно все будет выглядеть. Скажем, если медведь пройдет, куница или заяц там, или же, скажем, олень пройдет, если все должно заснять. Для лося чуть-чуть ниже, конечно, но пускай так будет. Так. Ну тут уже я осенью снимаю, вам показываю все. Как бы здесь мои участки промысловые. С той стороны я иду. Вон такое озеро, пенное озеро, я так назвал это. Очень много пены тут всегда. И здесь больше яма уже получилась. Очень шумный ручей. Так. Ладненько, пойду я на лодку и дальше ехать надо. Так. День прекрасный сегодня. Вообще идеальный. Сейчас точное место вам покажу. Не буду выключаться. Надо вспомнить, что было. Многие зрители до сих пор еще мне пишут, подкалывают, как я убежал от медведя. Я убежал от смерти, ребят. Не от медведя, а от смерти. Там на кону была моя жизнь. Я не в обиде, что подкалываете. Пишите, что хотите, но зато я живой.
Вот это место. Даже 100 метров нету тут. Ближе оказывается. Вот тут. Вот эта елка, где я снимал что-то там, блин. И все так резко получилось. Он, блядь, как прилетел. Он как молния. Медведь. Ребята, ебать, нападает нахуй. Я услышал звук лапы такой, вуп, как, блядь, под ногами земля тряслась. А здесь вот на этой березе олень лежал. Все я показывал вам. Вот тут все это и происходило. Он оттуда, сперва я там снимал, он туда убежал, блядь. Я думал, лось такой большой он, крепыш такой. Сразу и не понял. Оказывается, это медведь тут копал, он все рыл. Страшно подумать. Уже пару лет прошло, а мурашки остались, блин, на спине. Вот. Ладно, что было, было. Пускай идет своей дорогой. Но он большой был, очень большой. С прошлого раза примерно метр воды упало. Ну да. Вот, блин. Лишний метр. Вот тут уровень был. Надеюсь, видно вот тут. А сейчас вода вон где. Ладно, что поделаешь. Самое главное, доехали. Ну вот, доехали хорошо. Самое трудное — это печку нам дотащить до избы. Вчера мы троем загружали кое-как, а я сегодня один. Не знаю, что получится, нет. Самое главное с лодки снять. Потом до следующей лодки, там уже по озеру. Тяжело будет. Очень тяжело. Но попробуем. Я никогда не сдаюсь. И ни на кого я не надеюсь. Вот. Так, по-новому надо отметить водички. Сколько там уйдет, придет. Потому что вчера дожди были, может и приостановится. Мелкая река, она такая, что сегодня вот такой уровень. А где-то верховье гористое, она получается. И, блин, за ночь может так быстро вода подняться. Я один раз здесь оставлял лодку. Вода так быстро ушла, что у меня лодка вот так стояла. Чуть моторка в воду не вошла, на задняя корма лодки, что в воду чуть не зашла, потому что причалка вот натянулась. И такая картина. Сейчас налегке я схожу. Что-нибудь, рюкзак да ведро, наверное, возьму. Потом уже следующей ходкой что-нибудь дальше буду таскать. Так. Хорошо, пока комаров нету. Я думал, сегодня уже будут они. Но сегодня, между прочим, прохладнее, чем прошлый раз. Прошлый раз, когда приехали, было намного жарче, теплее. Сегодня нет. Здесь у меня диодовое освещение, которое на первой избе
сделал я тут тоже. Ну, так налегке скажу. Ну, смородина уже цветет тоже. Ягоды смородины, вон сколько их. Вот целая уже, что ли, или что? Уже почернели они, цветы-то. Фу. Ладно, пойдем.